раннего утра и до позднего вечера судебным приставам приходится посещать должников, зачастую просто-напросто вылавливать их, а иногда и устраивать настоящие осады квартир или домов. Все это сопровождается большими моральными и психологическими нагрузками. Но несмотря на все тяготы, эту профессию не любить невозможно, признается Молотгири Гиреев. Ведь трудишься на благо справедливости, да и быть судебным приставом дано не каждому. На нас возложено достаточно такие серьезные обязанности. Это, в частности, организация исполнительного производства, организация деятельности всей службы по исполнению судебных и иных актов по всей республике. Я и на моих специалистов нашего отдела. Каждое утро наше начинается с мониторинга нашей базы данных, что на какой стадии, какие шаги, что у нас на данный момент перспективное, в каком русле нам надо дальше идти, чтобы мы могли достойно представлять республику в глазах целой республики, всей России. Рабочий день сотрудников судебных приставов расписан по минутам: привести в порядок всю документацию, возбудить новые исполнительные производства или принять граждан. На каждого из сотрудников возложена своя обязанность. Сегодня, несмотря на свой профессиональный праздник, они также заняты работой. Когда мы надлежащим образом исполняем что-то решение суда, когда человек в полном объеме получает свои денежные средства, либо иное имущество, которое у него надо было взять с другого лица. Конечно, человек нас зачастую благодарит чисто по-человечески, скажем так. И бывает очень приятно за то, что ты находишься на данный момент в данной должности, у тебя получилось что-то сделать во благо республики, во благо общества, скажем так. Всего в отделе исполнительных производств трудится 10 человек. Анастасия Мурашко присоединилась к коллективу совсем недавно. 3 месяца назад, приехав в республику, она смогла не только устроиться на работу, но и обрести настоящих друзей. За это благодарит своих коллег, что стали для нее второй семьей. Анастасия занимается психологией, также пробует себя на журналистском поприще. Но, как признается девушка, только профессию судебного пристава считает своим истинным предназначением. В первую очередь это означает грамотно подходить к решению поставленных задач и наиболее объективно и полноценно исполнять требования действующего законодательства, поскольку судебный пристав исполняет уже действующее решение суда, и очень многое от нас зависит, то, насколько правомерно и в полном объеме мы исполняем вот как раз-таки то, что предписывает нам судебные решения. Люди, которые призваны обеспечить покой и безопасность на судебных объектах, обязаны быть подготовленными как психически, так и физически. Потому судебные приставы занимаются спортом, участвуя в различных соревнованиях. Тому доказательство целый арсенал кубков и медалей различного значения. Это в бытности 10, 11, 12 годов. Это, скажем так, лучшие годы службы были спортивной службы, спортивной истории службы, скажем так. А сейчас мы уже, скажем так, с новым подходом, новым руководством реанимируем тему, пытаемся возродить славные спортивные традиции службы. Весь конец 17 года, начало 18 года, весь текущий 18 год у нас прошел активно при поддержке управления службы. Ассоциация спортивных единоборств Республики Ингушетия провела, если я не ошибаюсь, на моей памяти, сейчас мы проводим 7-й по счету турнир. Все турниры до категории смешанные боевые единоборства. Это боевой самбо, панкратион, грэпплинг, комплексное единоборство, которое является служебно-прикладным видом спорта нашей службы. Сегодня Ингушское управление Федеральной службы судебных приставов – это орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению порядка деятельности судов, исполнению различных актов, а также контролю и надзору в установленной сфере деятельности. Эту работу проводит всего 34 пристава из 8 подразделений. Муса Картоев трудится в этой отрасли уже 17 лет. Он, можно сказать, стоял на истоке становления регионального управления. В тот период и техническое обеспечение было немножко тяжело. Мы работали на печатных машинках. Потом у нас был один компьютер на весь отдел. Невысокая заработная плата. И вообще юридическая образованность самого населения, отношение к службе судебных приставов было иное. Приходилось как-то и самоутверждаться, объяснять людям, показывать своим примером, своим поведением, определенным отношением, чтобы и уважали эту службу и людей, которые в ней работают. Приходилось очень много работать вначале. Сейчас уже как бы проще, люди как бы относятся нормально к этому.
институту. Для многих людей судебный исполнитель – это человек, у которого нет сердца, который не знает, что такое чувство жалости и сострадания. Но на самом деле судебный пристав – это обычный человек, который, следуя норме закона, исполняет свои прямые должностные обязанности. Жарадат Холухоева, Адам Далаков, Новости 24.